О недопустимости оправдания терроризма и экстремизма нормами священного Корана и Сунны. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Террор в переводе на русский язык – страх, ужас, противозаконная борьба с политическим противником путем запугивания, насилия, жестокости, убийства в том числе и невовлеченных в эту борьбу граждан. Террористы все чаще эксплуатируют религиозный фактор, прикрытие религии, политических устремлений и насилие практикуется издревле. Во всех религиях возникали сектантские и опасные экстремистские группировки, в то время как закон Всевышнего призывает верующих к миру и устанавливает мир между людьми и между народами. Ислам – религия свободы выбора. Запрещается использование любых методов принуждения для обращения кого-либо в другую веру или навязывания атеистических убеждений, говорится в Каирской декларации прав человека в исламе 1990 года, подписанной практически всеми мусульманскими странами. При практической реализации этого права мусульмане обязаны уважать религиозные убеждения других и стремиться к тому, чтобы жить в мире с ними на основе заключенного договора. Всевышний Аллах говорит, согласно изречениям пророка, да благословит его Аллах и приветствует: «О слуги мои, я запретил любые притеснения по отношению к себе и запретил его вам по отношению друг к другу, а потому не посягайте ни на честь, ни на имущество, ни на жизни друг друга». В мусульманском богословии говорится об основах справедливости в исламе. Если где-то скрываются 10 преступников, заслуживающих смертной казни, и с ними один невинный человек, то подвергать опасности жизнь этого невинного является преступлением. Если человечество отошло от этих гуманных принципов, то это не значит, что они должны быть забыты и не подлежат возрождению. Умма категорически осуждает террор и экстремизм, который наносит ни с чем не сравнимый моральный, психологический и материальный ущерб не только мусульманам, но и всей нашей стране и всем ее гражданам. Террорист не может быть мусульманином, а мусульманин не может быть террористом. Всевышний Аллах говорит: «Воистину верующие братья, так устройте мир между вашими братьями. Будьте богобоязненными, и да будете вы помилованы». Таким образом, экстремизм и терроризм не имеют никакой опоры в священном Коране и Сунне пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Лица, пытающиеся оправдать свои преступления ссылками на Коран и Сунну, только отягчают свой и без того тяжкий грех, приписывая Всевышнему Аллаху свои личные пороки и ложные взгляды. Таковые люди отвергают милость Всевышнего и подлежат суду, как преступившие и закон Аллаха, и государственный закон, и обязательства перед другими людьми.